На чувашских предприятиях концерна «Тракторные заводы» началась процедура финансового оздоровления. Сегодня в Чебоксарах побывали представители госкорпорации «Ростех» и Внешэкономбанка. Они не только посетили предприятия, но и встретились с руководством республики. Предприятия концерна «Тракторные заводы» вольются в дружную семью Ростеха. Об этом на встрече с главой Чувашии Михаилом Игнатьевым заявил индустриальный директор государственной корпорации Сергей Абрамов. Такую уверенность он выразил после общения с трудовыми коллективами промтрактора и агрегатного завода. Члены рабочей группы по проведению мониторинга социально-экономической ситуации на предприятиях концерна отметили высокий профессионализм сотрудников и серьезную техническую оснащенность. В соответствии с поручением президента, страны председателя правительства оперативно совместно с Внешэкономбанком проводим корпоративное мероприятие, анализируем текущее состояние активов. Мы приятно удивлены технологическим потенциалом, которым наблюдали сегодня на предприятии, также потенциалом людским, профессиональным, производственным, общаясь с трудовым коллективом. В этой связи мы понимаем, что существующий потенциал должен быть загружен новыми заказами. Промтрактор за последний год сумел почти втрое увеличить объемы производства, но этого все равно недостаточно, чтобы выйти на полные мощности. Основной кредитор, Внешэкономбанк, уже предоставил чувашским предприятиям более 5,5 миллиардов рублей. Большая часть суммы пошла на выплату долгов по зарплате. Сейчас в рамках совместной программы финансового оздоровления планируется выделить еще 1,5 миллиарда рублей. Было принято решение о передаче предприятий КТЗ в госкорпорацию «Ростех», что в принципе дает четкую перспективу, стабильность перспективы развития самого предприятия. Мы, как вы, приветствуем эту ситуацию, потому что сегодня огромный конгломерат «Ростех» специализируется в самых разнообразных отраслях промышленности и позволяет концентрировать профессиональные и финансовые ресурсы, необходимые для работы, успешной работы на рынке. Некоторые предприятия концерна пока работают в режиме неполной трудовой занятости, однако уже в следующем году заводам понадобятся дополнительные рабочие руки. Это государственная позиция, обозначена на федеральном уровне, эта позиция обозначена на республиканском уровне. Касаясь рабочих, я понимаю, у отдельных, наверное, психологический такой дискомфорт есть, но в целом по динамике работы самого концерна, если взять, динамика хорошая, кроме промтрактора «Вагон», но там тоже перспектива очень хорошая. И наша задача с вами, чтобы завод получил дополнительные заказы, вышел на другой уровень работы, другой уровень заказов, и количество рабочих будет увеличиваться. Все организационные вопросы по передаче предприятий концерна корпорации «Ростех» должны быть решены до 30 ноября. Мы вместе работаем и думаю, что все процедуры пройдут достаточно мягко и достаточно не тревожа людей. Мы сможем сохранить производство и перейти к стадии развития. Люди все готовы к работе. Что им делать, они понимают. Станки оборудованы, находятся в рабочем состоянии. Нам сейчас только главное эта поддержка со стороны государства, которую они чувствуют. И в составе Ростеха, я думаю, что расцвет точно гарантирован всем предприятиям нашего концерна, который сейчас переходит в управление Ростеха. Светлана Позднякова, Михаил Солин, Вести Чувашия.